получает знания из опыта своих предков, на примере родителей, от учителей и наставников, а потом переходит к изучению литературы и различной другой информации об окружающем мире. Герой нашей программы с раннего детства полюбил чтение, чему способствовала его природная любознательность, и получение знаний стало не только его увлечением. Со временем оно переросло в профессию. У любого человека, тем более писателя, детство – это период, который формирует его как личность. Родился я в селе Алхазурово, Урус-Мартановского района. Я учился в 4 школах. Это Алхазуровская, Сэше, Гойская, поселок Нарын-Худук в Калмыкии и Троицкая. Высшее образование я получил в Чеченском госуниверситете. Это был мой выбор, и родители меня поддержали. Надо сказать, что родители во всем, что касается образования, поддерживали нас, всех детей. С 8-9 класса уже видел себя специалистом, связанным с письменностью, с языком, с русским, чеченским. Точно так же я пытался воспитать своих тогда сестер маленьких. В 1997 году устроился на работу ассистентом кафедры русской литературы 20 века в Чеченский госуниверситет. В 2000 году я устроился на работу в Асиновскую среднюю школу учителем русского языка и литературы. В 2006 году пришел на работу в журнал «Войнах», которым тогда руководил Муса Ахмадов. Когда он работал в школе, его коллега зашла в учительскую и говорит: сейчас я Сулейману задам вопрос, на который он точно не сможет ответить. И спросила его, по-моему, из области географии вопрос был. Сулейман с легкостью, естественно, ответил, и она была удивлена и разочарована, что у нее это не прошло. Она хотела его застать врасплох, что он не ответит. Но я думаю, Сулейман может ответить на любой вопрос. То есть все, что он читает, откладывается, да, в голове? Да, да. И в школе, когда мы писали реферат по какому-то предмету или доклад, мне какую-то информацию я брала с книг, и половину информации мне давал Сулейман с памяти своей. Он с детства очень много читал. Сколько я его помню, он всегда за чтением. Все свое время свободное, только чтение. И всегда на день рождения мы ему дарили книги. Вместо других каких-то подарков всегда были книги. Езер книжка. Ахцуна асацуа. Миллаха езерхцун. Библиотеки тут топка яй. Маслахая висиса ихон лиду. Ах цахын цаа ёздыш коллекции юлит. Ах маркс асуд аяхан цэвиш хаяхас. Сунлу дора гасдостас. Книжкш маас. Аз от диморша астон довой. Запайн книжкш яхарас. Сум шиса саханда. Инса ёршуна се бос хавен хагоч. Хавен хаса книжки хавен. Больница ворс ахсон яхием. Больница ворс яха книжкора. Ладва я яхиеш. Я яхиеш. Цыга книжкора. Мисчуарти книжки. Книжки сгергалуч оладахтаес. Ах долдур. Мы есть бог шайза уло. Ах тасирана фриес. Книжки. Лахар хош иер. Он дерокой да сон, но саеталем ца аспекума цалат. Мэр да цума цалашкалами. Швегашина меваре. Ашен диконы холдокунали. Слова и дела человека соответствуют полученным им знаниям, так как они — это мерило всего, что человек совершает в жизни.
Несмотря на свою вот эту руководящую должность, на свою загруженность, на свой плотный график, я просто был шокирован тем, что он очень много читает. В 2005 году начал реализацию своего внутреннего ресурса. Когда главным редактором журнала «В войнах» был Муса Ахмадов, я принес туда рассказ, как сегодня помню, назывался «Возвращение», и он был опубликован. И стал по мере реализации своих внутренних потребностей литературных писать и приносить свои произведения в наш журнал «В войнах». В этом мире все взаимосвязано. Внутренние качества и поступки – это лицо человека. Именно они, а не внешний облик, многое говорят о нем. То, как человек относится к другим людям и к окружающей среде в целом, открывает нам личность человека во всех ее гранях. О Сулеймане можно сказать порядочный, честный, не подлый. Вот что в человек самое главное, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, это, по-моему, самое главное, от этого человека в отношении кого бы то ни было, нечестных поступков, недобросовестных поступков. Как говорится, человек живет по совести. Да, о Сулеймане Мусаеве мне говорить очень сложно. Сложно почему? Потому что этот человек очень хороший человек. А когда о хорошем человеке говорят, вот он хороший, гылкие, это уже неинтересно. Потому что наши слушатели подумают, вот руководитель, а руководители только хорошо, можно сказать. Но это не так. Когда нас объединяли в этот издательский дом, я думала, кто будет нашим руководителем и как я смогу. Я сама человек очень сложный. Я благодарна нашему министру Ахмаду Дудаеву, который вот решил, что руководителем должен быть человек из нашей творческой среды, и на эту должность Сулеймана Мусаева поставил. Чтобы вот этот один экземпляр, один номер журнала выпустить, работает целая команда. Это корректура, это редактура, это работа над стилем. Качество печатного слова, оно во 100 крат выше, чем качество электронного слова. На сегодняшний день основные наши читатели – это люди, которые еще с советских времен имеют привычку к печатному слову, представители нашей интеллигенции. И еще это наши студенты, учащаяся молодежь. И мне хочется верить, что с каждым годом вот этих молодых людей, которые будут предпочитать печатное слово электронному, их будет больше, по крайней мере, не меньше. Скромность – это качество, которое проявляется в поведении человека и его отношении к себе и к другим людям. Это некая скрытность и умеренность в проявлении своих успехов и достоинств. Скромный человек не стремится быть в центре внимания, не ущемляет чужие интересы и не навязывает свое мнение. Он способен выслушать других и учитывать их точку зрения. Он ценит равенство и неповторимость каждого человека. Это качество способствует формированию сильных и глубоких взаимоотношений с окружающими, основанных на искренности и поддержке. Скромность является признаком зрелости и духовного богатства. По-моему, даже у него на дверях не висит эта самая табличка, что он директор издательского дома. По крайней мере, я не ощущаю, что что-то в нем поменялось в директоре. Нет, ничего подобного. Тот же самый Сулейман.
тот же самый безупречный, превосходный писатель, прозаик, человек Сулейман Мусаев. Сулеймана Мусаева я знаю со студенческих лет, да, он учился в старших курсах, я чуть ниже, потом мы вместе работали в университете. Бывает просто вот как брат и сестра. Вот. Мы очень сдружились, и он мне давал читать книги, он очень любит, он книголюб, начитанный очень. Мы дружим с семьями, его сестры мне как родные, я тоже им как родная. Очень порядочный, скромный и любящий свою работу. И он никогда вот к нам не относится, вот, я руководитель, вы сотрудники, всегда с нами наравне, будь то субботники или какие-то мероприятия, всегда с нами вместе он. В первых рядах, я бы сказала. С самого начала своей жизни каждый человек крепко-накрепко связан со своей родной землей. Поэтому и говорят в народе: «Родная земля и в горсти мила». Это та земля, по которой ребенок делает свои первые шаги, которая кормит хлебом, выросшим на ее полях. Родная земля – это та, которую ты видишь первой в своей жизни и запоминаешь до самого горизонта. Улицу, лес, поле, реку, дорогу, дом. По этой земле ведут за руку ребенка отец и мать. Первые мои впечатления детские связаны с Калмыкией, так как тогда мои родители там жили. И детство мое прошло между Калмыкией и селом Алхазурово. На судьбе моих родителей отразилось то, что весь наш народ в 1944 году был выслан в Казахстан. И наши родители, мои родители, оказались в северном Казахстане, в Костанайской области. Мать домохозяйка, отец животновод. Много разных пейзажей увидит еще в жизни человек, но этот первый и самый главный он не забудет никогда. Он сколько угодно может путешествовать, но всегда будет возвращаться домой. Важно сохранить в сердце место для родной земли. Именно в ней нужно искать спокойствие во время бури, и именно оттуда черпать силу и стойкость. Я знаю, что многие люди по разным причинам переехали в другие страны в последние десятилетия. Но когда встречаешься с ними, вернувшимися уже в республику на время или навсегда, то уже понимаешь, что вот как они, с какой тоской для них были сопряжены все эти годы с разлуки с Родиной. И я знаю, что я точно так же, через небольшое время после того, как я бы расстался с Родиной, уже скучал бы по нашей природе, по нашим людям, по нашему языку. Мы ощущаем прелесть родной речи, когда слышим ее под чужими небесами. Только хотелось бы, чтобы мы помнили о ценности родного языка, даже находясь под родным небом, и никогда об этом не забывали. 5 класса мне пришлось учиться только среди русских. Учителя русские, ученики русские. Первостепенное значение уделял тому, что я должен знать свой родной язык. И делал все от меня зависящее, чтобы научиться читать свободно. Я покупал любые книги на чеченском языке и читал их. Поэтому сегодня для меня немного дико звучат заверения тех, кто оправдывает свое незнание чеченского языка тем, что они учились где-то в школах России, Грозного в советское время. Он как старший брат, он наставлял, он учил, как я уже сказала, тот же чеченский язык, который нам в школе не преподавали. И я очень рада и благодарна ему за то, что он научил меня читать и писать на чеченском языке. Говорить мы, конечно, дома всегда говорили на своем родном языке. Это было строго тоже. Но он научил меня и читать, и писать. Для любого человека, я считаю, очень важно уметь читать и писать на своем языке,
знать свой язык, свой родной язык. Это очень важно. Первый ниспосланный аят Корана начинается со слова «читай». Ислам призывает нас, наряду со знанием священного писания и сунны, получать образование в разных областях науки, так как это и есть основная обязанность мусульманина. Мы часто делим знания на научные и религиозные. Если вдуматься в это, то между ними нет противопоставления, так как они дополняют друг друга. Человек не может в полной мере понять слово Создателя, если не имеет широкий кругозор и всестороннюю эрудицию. Два автора, Омар Гайсултанов, Хамзат Саракаев, которые открыли для меня богатство чеченского языка. Произведение Мусы Ахмадова, это его романы «Меркажа Дитташ», это его повести «Зингатин Барз Мабух Бейла». Произведение Мусы Бексултанова «Юхкана Сялхан Санна», повесть. В судный день ученые будут идти сразу за пророками, что показывает их высокую степень. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, в одном из хадисов говорил, что ученые не оставляют после себя богатств, они оставляют знания, и это истинное богатство, это вечная ценность, передаваемая потомкам из поколения в поколение. Характер в какой-то степени это врожденное, потому что мы замечаем в детях маленьких, что они, несмотря на то, что, допустим, иногда росли в одной семье, отличаются друг от друга. Но каждый человек должен закалять, воспитывать в себе те качества, которые есть у него хорошие, и пытаться избавляться от недостатков. В результате этой внутренней человеческой борьбы проявляется настоящий характер человека. Любой автор, он, в принципе, что бы он ни писал, он как бы списывает себя. И, можно сказать, его произведение во многом автобиографичное. И как человек о Сулеймане, может быть, сейчас как-то я не все скажу о нем, но вполне себе человек с большой буквы. Я бы сказала, один недостаток у него. Вот он никогда не перечит, но всегда стоит на своем. Вот. Это, да, молча делает свое дело, да. Но потом уже вот результат, конечно, бывает, что он всегда прав оказывается. Вот мы к этому приходим. Я привыкла вот работать с мэтрами литературы. Я назвала этих людей. Ахмадова Мусу, Эльбруса Минкаилова, Шаарани Джанбекова. И Сулейман не уступает им в знаниях своей работы. Наш герой – это человек, который словно соткан из вечных ценностей, и это никак не мешает ему спокойно и кропотливо работать в своем скромном кабинете. Умный человек всегда и во всем доволен в своей жизни. Развивая в себе добродетель, мы сможем сохранить общечеловеческие ценности. И для этого нам нужно равняться на тех людей, кто в этом сильно преуспел, являясь для нас прекрасным примером.